Рим, 1938 год. На конно-спортивные состязания в столицу Италии съехали сотни спортсменов со всего мира. Среди них два фаворита – капитан итальянской сборной Кастильяни и 22-летний турецкий спортсмен под фамилией Яган. Последнему в предыдущем году на международных соревнованиях в Вене удалось превзойти итальянца и установить мировой рекорд, взяв барьер высотой в 2 метра 12 сантиметров. Кастильяни поклялся вернуть себе первенство. Заезд, который с нетерпением ждала публика, стал роковым для одного из спортсменов. Ему не удалось взять очередное препятствие. В прыжке конь перевернулся в воздухе, спортсмен упал в бетонный ров за барьером, лошадь рухнула на него прямо на живот, который в буквальном смысле лопнул. Однако спортсмен поднялся и вскочил обратно в седло. Он закончил дистанцию, отсалютовал публике и упал. То, что он тогда остался жив – чудо. Об этом случае писали все европейские газеты того времени. Вдобавок, даже с тяжелейшей травмой он сумел повторить свое прошлогоднее достижение, а Кастильяни взял лишь высоту от 2 метра 8 сантиметров. В своей автобиографической книге Мурат Яган многие десятилетия спустя подробно опишет этот случай. Мурат Яган, конечно же, и отличный писатель, великолепный писатель. Его книга «Я пришел из гор Кавказа», она стала одним из практически бестселлер. Она известна и в Канаде, где она была опубликована, также и в других странах, в США. И она на многие языки мира переведена. Это, в общем-то, у него явный, совершенно очевидный писательский талант. Мурат Яган вырос в Турции, куда его дед Сад перебрался в результате насильственного переселения. Его предки жили в высокогорном местечке Ашхара на Северном Кавказе, которое по праву считалось частью исторической Большой Абхазии. Murat, could you introduce yourself to the Abkhazian public and say a couple of words about yourself and your origin? Well, I am the son of a family from Ashkara. As far as I know, I don't know the exact place where it is, but the place was called Aghankut, and it is somewhere on a river by the name Cherek. Comes more or less on the map I know, midway between all the way from Elbrus to Kazbek, close to what is called Tiktau. I was born there in 1915, 16th of December, the end of 1915. I was 14 months old when they came to settle in Istanbul. Он воспитывался в строгих ортодоксальных традициях ислама, но с юношества был знаком с Горским кодексом чести. В этом заслуга абхазских и черкесских старейшин, которые занимались духовным и физическим воспитанием будущего философа. Как было принято на исторической родине Мурата, специальное обучение проходил каждый представитель знатного рода, достигший 24 лет. Лучшие из них избирались для связи с древними духами горцев, для достижения источника высшего знания, всей мудрости земли Амста-Кябса. Вместо ортодоксального учения ислама, которое опирается на идеи воздаяния, кары и обязательств перед Творцом, ему говорили о любви. Причиной всего сущего, как гласит абхазская мудрость, стал некий любовный союз, заключенный в космосе. Люди – плоды этого любовного союза. Как существа, наделенные созданием, они причастны к источнику этой творческой силы.
Мурат слушал старейшин, но тогда их слова его не интересовали. Он выбрал другой путь – учебу в Галатсарайском лицее и лошадей, которые стали его страстью до конца его дней. Мурат Иган – это, конечно, событие не только для всех тех, кто относит себя к абхазо-адыгским народам, но и, я думаю, всем, кто в поиске. Все свои книги Мурат Иган начинает с этого предложения для тех, кто в поиске. Уже в 17 лет Мурат стал задаваться философскими вопросами. Его терзали мысли о религии и Боге. Я понял, что все мои действия, связанные с религией, не имеют никакого смысла по одной простой причине. Бога нет, напишет впоследствии Мурат об этом периоде своей жизни. Он представлял себе Бога как всемогущее, всезнающее существо, похожее на человека, который обитает где-то на небе, но не понимал, почему Бог требует от него что-то в обмен на райскую жизнь. Мурат отошел от мусульманской религии, и это решение назвал вторым шагом к свободе после отказа продолжить обучение у старейшин. Тем не менее, впоследствии, пройдя долгий мучительный путь духовных исканий, становясь последователем то суфийской, то христианской философии, он вновь обратился к духовным истокам предков, осознал величие древней абхазо-адыгской традиции, в которую он был посвящен еще в юные годы. Моя наследственность сыграла роль в выборе пути, по которому я иду сейчас, напишет позже Мурат в своей автобиографической книге «Я пришел из-за гор Кавказа». Дело в том, что наша традиция, она ведь была устная всегда. И устная она была не просто потому, что у нас как бы не было письменности, а это одно из важнейших положений самого учения. Дело в том, что стоит учению зафиксироваться, да, в виде литературного какого-то памятника, как начинается вокруг этого литературного произведения пляски фанатиков, так я называю это. И Мурат Иган все время предостерегал против того, чтобы учение не должно закостеневать. Учение, подлинное духовное учение, оно как река. Оно течет, оно развивается, оно струится, оно свежее всегда, вечно юное. Но написать книги об этом учении его вынудило то, что он почувствовал, что он последний из тех, кто получил вот полномасштабное обучение в этой традиции. Вот. И если бы он ушел, не оставив после себя ничего литературного, то мы бы восстанавливали, может быть, это гораздо дольше, чем сейчас. Это можно сделать. Вот. Сейчас его труды просто бесценны для нас тем, что они могут дать толчок к дальнейшему развитию этого учения. Прожив половину жизни в Турции, в 1963 году в возрасте 48 лет Мурат перебрался в далекую Канаду вместе с женой Мези и 4 детьми. Решение было принято после тщетных попыток вернуться на историческую родину Абхазию. В 1950-х годах при Хрущеве, когда иностранные туристы впервые получили возможность посещать Советский Союз, окрыленный надеждой Мурат обратился за визой в советское посольство в Турции. В ответ на его запрос ему было разрешено посетить с визитом любой регион Советского Союза, однако в визе на посещение Кавказа было отказано. Поездка так и не состоялась. Кавказ и Абхазия, в частности, всегда занимали особое место в сердце Мурата. Наверное, потому и маленький городок Вернон в провинции Британская Колумбия в Канаде так сильно напоминают родные Кавказские горы. Вплоть до выхода на пенсию Мурат жил тем, что строил дома, довольствуясь ролью рабочего
и с гордостью показывая своим многочисленным гостям здания, к строительству которых приложил руку. В далекой Канаде Мурат Яган сохранил и чтил традиции Кавказа, знакомя своих последователей с абхазской культурой, ее языком и танцами. Я приехал туда, и меня поразило, что там есть очень такое общество, Амста Кябза, которое углубленно изучает это учение, проводит семинары, встречи. Мурат Яган проводит такие, кстати, такие мини-конференции с ними. Вот. А раз в году они устраивают для тех, кто находится за пределами Канады, встречу общую. Со всего мира приезжают последователи учения Кябзы из Европы, из США, из Израиля, из других стран. Вот. И знаете, когда вот с ним общаешься, у него такой глуховатый голос, и как-то вот сначала не производит впечатления, но потом, когда начинаешь вдумываться в смысл его слов, конечно, это все очень завораживает, поскольку там чувствуется очень-очень глубокий интеллект, вот, очень высокий уровень образования. Создается впечатление, что человек общается с космосом, поскольку вот Мурат говорит: я ничего не знаю, пока меня не спросят. И когда его спрашивают, открывается какой-то канал космического знания, и он может вот через него проходить, и уже в словах человеческих нам это все достается. Так что здесь очень много, конечно, и мистического элемента. Вот, хотя я сам человек нерелигиозный, вот, для меня это все представляет большой интерес, как очень высокий интеллектуальный уровень вот, некоторой системы, созданной на основе древней абхазо-адыгской традиции. Вот, и вот эта кавказская закваска вот этого учения, она совершенно очевидна. В результате духовных поисков и счастливых озарений Мурат Яган сформулировал учение Амста Кябза, основанное на древней культурной традиции горцев Западного Кавказа, которых Мурат называет общим термином черкесы. Слово «амста», хотя и переводится с абхазского языка как «аристократический», в данном случае обозначает высший физический и духовный уровень, который достигается в результате специфического воспитания, а также сочетанием физических и умственных упражнений. Начиная с 1975 года Мурат стал излагать сформулированные им учения Кябза группе учеников, круг которых постепенно расширялся. В том же году с целью изучения Амста Кябза канадскими и американскими учениками Мурата было создано общество Кябза, а в 1992 году был основан фонд Кябза, целью которого являлась письменная фиксация традиций Кябза в изложении Мурата, ее популяризация и публикация. До этого занимался очень много различными системами самовоспитания, самореализации, и индийская йога, и тибетская йога. И я знаю, о чем говорю, что кавказская традиция, она необыкновенно разнообразна и целостна. Вот целостность, что означает целостность учения? Мурат Яган говорит, что целостность означает, что к человеку нужно относиться не только как к телу физиологическому, да? Это один из уровней. Да, тело очень важно, и о нем нужно также заботиться, как о храме. Но кроме тела, внутри нас есть еще уровни. Это уровень интеллектуальный, да, где тоже можно либо мыслить ясно, либо напустить тумана. Да. Это эмоциональный уровень, важнейший уровень человека, потому что все, о чем он мыслит, окрашивает в эмоции. Вот. И очень важно ощущение душевное человека. Тоже уровень немаловажный. Да, как душа наша чувствует себя. Мы можем себя окружить красивыми предметами и грустить внутри всего этого, потому что душа живет по своим законам. И пятый, важнейший уровень, на который обращает внимание наша традиция, это уровень человеческих взаимоотношений. Отношения между людьми, отношения с окружающей природой и отношения вообще ко всему человечеству.
целом. Вот все эти уровни, на всех этих уровнях традиция предлагает путь, который дает человеку ощущение целостного, красивого, легкого бытия. Мурат Яган оставил большое духовное наследие, которое пока лишь частично опубликовано. В офисе центра Кябза в Верноне хранятся сотни магнитофонных записей бесед с ним по многим аспектам учения. Небольшой, но преданной группой учеников Мурата осуществляется кропотливая работа по расшифровке этих записей, их редактированию и публикации. Наше учение – это учение о бесконечных возможностях человека. Они действительно бесконечны, потому что внутри нас марджа или амарджана, да, внутренний Бог. То есть внутри каждого человека личность, которая обладает бесконечными возможностями развития. Мурат Яган всегда внимательно следил за судьбой своей родины. Особенные отношения у него установились с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзенбо, с которым он долгие годы состоял в переписке, а после несколько раз встречался. В 2001 году вместе с женой Мейзи Гугуа посетил Абхазию по приглашению Владислава Ардзенбо, который удостоил его высшего ордена республики Ахзепша первой степени. Мурата встречали на родине как национального героя. К нему спешили политики, общественные деятели, писатели, все, кто так или иначе был знаком с философией Ягана и его сложной историей жизни. В Абхазии Мурат встретился с главой Абхазской православной церкви отцом Виссарионом и жрецом святилища Дедрепшнаха Зауром Чичпа. Он знакомился со страной, посещая ее главные достопримечательности и поражаясь, словно ребенок, казалось бы, незначительным вещам. На исторической родине Мурата сопровождали Вячеслав Чириква, Владимир Зантария, Сергей Шамба, Анна Керапян. Under the light of the truth, В свете правды мы будем наслаждаться своей свободой. we will gain our superficial freedom also И in мы, this country. The deeper one we already have in this country. And superficial one we don't have because it seems that way, and we are going to overcome that also. мы получим ту поверхностную свободу и поверхностную свободу в этой стране, и вскоре она уже будет не поверхностная, а очень такой большой и глубокой свободой. I was actually struck by the words, yeah? I'm a part of everything. I am a part of everything. And as far as I understand, the teaching of Kebze has different layers, yeah? There's a rational element in it, different, yeah? But I'm interested also in the mystical element of it, the mystical part of it, which is not on the surface, as I understand. So that's what I would like to investigate for myself and ask questions. So could you elaborate a bit about, I don't know, it's a big question, what is the mystical part of it? What is mysticism? But it's a very big question, of course. But It is mysticism has a definition given, yes. and then it's not something I have to think to. Yeah, I read it. Yeah, I read it. Yeah, you. So, yeah. So that mysticism is this, it is a faculty peculiar to man. But in Kebze, what is? Kebze is the process of awakening. What Amsta Kebze is the process of awakening and developing dormant human faculties under divine grace and guidance. The guidance of a teacher, or Under divine
Divine. grace and guidance. So it is for this process there is a science, a knowledge which can be learned, developed, enhanced, and progressed. Because it is concerning the dormant faculties of human. Without awakening them, you cannot activate them. And then if you activate them, you don't know what to do. You will be like my grandma, all of a sudden sitting on a plane, she touches unknowingly a button and plane becomes airborne. What she will do now? She doesn't know how to fly. So that's why it's a knowledge. It's an academic, scientific, practical, applied knowledge. To awaken the... Yeah. To wake and develop. Only to wake is not enough. You may be driven schizophrenic if you don't know what to do. So that's what it is. And you are part of everything. Yeah, that's what intrigues me. But there is a dormant aspect of it. You are a potential highest reflector of the cosmic energy. But every human being, because he is a human being, cannot be that level. But a human being potentially is entitled to climb up to that level through application of Amstakebze, which is a process of awakening and developing latent human faculties. Согласно учению Кябзе, человек – это не тело, наделенное душой, а скорее дух, наделенный телом, который рассматривается как инструмент передвижения, подобно тому, как конь является средством передвижения всадника. Чем сильнее и совершеннее физическое тело, как от рождения, так и благодаря упражнениям, тем совершеннее становится оно в качестве инструмента для передвижения духа. Как отмечал сам Мурат Яган, Амста-Кябзе – это не религия, а искусство того, как человек может жить, полностью реализуя все заложенные в нем способности в их применении к жизни. Сам Мурат смерти не боялся. «Я и без тела буду живее, чем с телом», – говорил он. Мурат не хотел иметь могилы либо какого-либо мемориального знака в его память. Он называл себя планетарным гражданином и говорил, что его истинный дом – вся планета. А единственным важным следом или знаком, который он может оставить на этой земле, будет то, что останется в сердцах людей. My dear sisters and brothers, O my homeland, land of souls, God-given country to our ancestors, faraway ancestors, I am extending my voice to you from here to extend my wishes for a blessing Christmas and Happy New Year. It is a bittersweet experience for me to address from here to you. Bittersweet because in one way I feel so close to you when I think that you will hear my voice.
But on the other hand, I will be a little bit dissatisfied that I am not personally with you, but I can embrace you fully, altogether. I would like to express my gratitude before everything else to the war veterans of our country who made our independence possible by sacrificing their lives or by suffering loss of loved ones. And secondly, I would like to express my gratitude and blessings to the leaders of the country and their helpers. Be blessed by peace, happiness and success, including ours. Анча хапсур умырт. Сгола субсала с квахшос суача. Вахкичунге снохара шалоп. Анча абзер шзайцат, абзер зен хайбават.